Вопросы верховенства закона и доступа к правосудию в Республике Таджикистан по сей день остаются актуальными. Правительство республики совместно с Организацией Объединенных Наций осуществляет плодотворное сотрудничество, направленное на обеспечение соблюдения фундаментальных прав каждого человека и укрепление потенциала государства для предоставления услуг населению. Finland has been supported the strengthening of this rule of law and human rights in Tajikistan since 2014, so quite a long time. And now our project today it's implemented in the framework of the UNDP's Access to Justice program. And our project, the topic is also to enhance the access to free legal aid here for some Tajik people. And we are focused now to these people who are the most vulnerable. I mean the people in rural areas living there, also women, and then the most vulnerable parts of the society like disabled people. And we try to increase the awareness of the citizens of Tajik that there is availability to use these kind of services, legal services, and also to increase their knowledge on this legal system in Tajikistan. ПРООН Таджикистан запустил инициативы верховенства закона и доступ к правосудию, состоящие из двух взаимосвязанных проектов. Это доступ к правосудию в Таджикистане, который финансируется швейцарским офисом по развитию в рамках второй фазы и реализуется совместно с Helvetas Swiss Intercooperation. И второй проект – укрепление верховенства закона и прав человека с целью расширения прав и возможностей людей в Таджикистане. Вторая фаза, финансируемый Министерством иностранных дел Финляндии. Оба проекта нацелены на укрепление потенциала государственных органов и сектора юстиции для более эффективного оказания доступа к правосудию и поддержки верховенства закона в соответствии с международными обязательствами, а также защиту прав уязвимых групп населения посредством установления устойчивых механизмов для повышения потенциала и осуществления наблюдения за судебными и пенитенциарными учреждениями, гарантируя повышенную подотчетность и прозрачность. Особенное внимание уделяется гендерному равенству, при том, что гендерный аспект учитывается во всей деятельности проектов. Дар маркази ёрии ҳуқуқи шаҳри Саравшан шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои оилавӣ оид ба рӯёндани алимент маскун намудан ба манзили истиқоматӣ, эътирофи аъзои оилаи молик, муқаррар намудани алимент барои кӯдакони ноболиғ, эътирофи ҳуқуқи моликият ба сохтумонҳои манзили истиқоматӣ, умуман доир ба ҳолатҳое ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ имрӯз ба миён омадааст муроҷиат мекунанд ва аз тарафи ман ҳуқуқшуноси ҳамин марказ дар шаҳри Саравшан машваратҳои ҳуқуқии ройгон ба шаҳрвандон расонида шуда истодааст. برای گرفتن همین شهادتنامه تولد خیلی عذاب کشیدیم. مجبور شدیم ثانی با پیش حقوقشناس یعنی عدلیه با یونس لطیف‌زاده رفتیم همینو برای یاردم دادم مهان به همین یاردمای حقوقی داده من خدا بشکر مهان حاضر صاحبی وای شهادتنامه تولد شدیم برای گودرد. دخترم اینوری که دیم گروپ رحمت برای همین کارکنانی حقوقشناسی راهی روش نشان داده از طرفی وای مهان به عدلیه صاحبی شهادتنامه کودک گشتیم. سال 2019 در بیروی دولتی 444 نفر شهروندان رو قبول کرده به شهروندان یعنی یاری حقوقی رایگان رسونده است. از جمله به 266 نفر زنها، 178 نفر مرد و از این 293 یعنی که به طرز خطی به شهروندان یاری رسونده شده است و از این مقدار 13 نفر معیوبان میباشند که یاری حقوقی گرفتگی‌اند. وقتی زنده بودن شوهرم با روزگی خش تور شوهرم من در یک طرفی حولی سرخ شدم شوهر من یعنی خونه سوختگی بود. بعد وفات کردن شوهرم یعنی برادران شوهرم اومده خونه خسرمون گرفت و ما را
мехостанд ки аз ҳавлӣ баромада равам 4 фарзандқатӣ. ман тамоми ҷоҳода хай муроҷиат кардам, ҳукумат кори мара ҳал накард, яъне ки ман ба адвокатҳо омадам, яъне барои маслиҳатгирӣ. адвокатҳо яъне ки ба ман маблағ зурм намерасид. ман ба Ситамов муроҷиат кардам, маслиҳатҳои Ситамов кардӣ. ман имрӯз соҳиби сертификат, соҳиби хона, яъне корҳои ман ҳалли худашро ёфт. Turkiyaga sayohat qilamiz deb mani xo'jayinim aldab Turkiyaga olib borib, undan Turkiyadan keyin Pokistonga o'tib, u yerda yashab yurdik. 3-4 yil yashab, ikkita yana qizchalik bo'lib, keyin qaytishga iloj bo'lmadi. Shahda 3-4 yil yashab yurganimizdan keyin xo'jayinim shahda ushlanib qolib, keyin mana bu yoqqa yana mana amoniyat yordami bilan o'zim mana dadamga telefon qilib, dadamlar bilan amoniyat borib yana olib kelishdi. 6 марта 2019 года в Государственное юридическое бюро в Светоминском районе обратилась гражданка Урокова Окыла, мать 5 детей. Муж ее был трудовым мигрантом, он ездил в Россию зарабатывать на жизнь и в один из своих поездок позвал с собой жену и маленькую дочку, 3-ю дочку. По приезду в Россию они, оказывается, поехали в Турцию, а из Турции поехали в Пакистан. При помощи своего отца и при помощи органов Комитета государственной безопасности Хукумата нашей республики они были привезены обратно в Республику Таджикистан, они вернулись на родину. Девочки, которые родились там, при домашних условиях никаких документов не имели. И при помощи Государственного юридического бюро им была предоставлена и правовая консультация, и было подготовлено заявление в суд по факту установления рождения детей. Rasulovaga murojaat qildilar, olib kelib, mana shu Rasulova bilan shu yerda mana shu huquqiy davlat byurosida uchrashib, Rasulova bilan bu yerda meni huquqlarimni tushuntirib, men ularga ariza yozdim, arizamni o'qib ko'rib, sudga murojaat qildik. Sud ijozat berdi nima olishga, xalnoma berdi. Keyin men yana mana Rasulovaga olib berdim. Rasulova meni bolalarimga metrkani to'g'irlab, hozirgi kunda oldik metrkani, sentyabr oylarida to'g'irlab berdilar. Maktabga boryapti hozirgi kunda 2 qizchacha. В результате деятельности проекта был принят закон о государственной юридической помощи. Принята дорожная карта по присоединению к Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Созданы 37 центров правовой помощи в 34 районах республики. 17 851 клиент, из которых 61% составляют женщины, получили бесплатные консультации от государственных юристов. Адвокаты предоставили бесплатную юридическую помощь по уголовным делам 2838 гражданам страны. Из них 2491 человек – это мужчины, 347 – женщины и 13 – лица с инвалидностью. Было проведено 5 национальных форумов по верховенству закона, создавших площадку для совместного обсуждения правовых вопросов со стороны представителей государственных органов, гражданского общества, академических кругов и международных организаций. Благодаря совместным усилиям, предпринимаемым ПРООН и правительством республики, простое и преимущественно малоимущее население смогло ощутить положительные изменения в вопросах защиты прав человека, а также получить квалифицированную юридическую помощь. Все эти действия вносят свой весомый вклад в развитие Таджикистана как правового и демократического государства.